Для нас очень важная встреча, рады вашему визиту. Сегодня взаимоотношения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия развиваются очень интенсивно по всем направлениям. И, конечно же, одно из ключевых направлений – это взаимодействие в области транспорта. Если говорить о том, что сделано в этом направлении, очевидно, что достигнуты очень серьезные успехи. Вы знаете, что и благодаря вашей поддержке, и благодаря поддержке руководства Российской Федерации, лично Владимира Владимировича Путина, с активным участием Сергея Владимировича Кириенко, решены вопросы, которые на протяжении 30 лет не решались. Это, в первую очередь, открытие воздушного сообщения между Абхазией и Российской Федерацией. Это разработка и реконструкция самого главного пропускного пункта на реке Псол. Мы знаем, что если брать в сравнении все переходные пункты, это один из самых загруженных пунктов. Все это создает определенные условия и требования для выстраивания особых условий и взаимодействия. В прошлом году было запущено железнодорожное сообщение между Сочи и Сухум, поезд Диаскурия, который показал свою востребованность. Прибывают к нам поезда из Санкт-Петербурга, Москвы. Хотелось бы, чтобы география расширялась, все необходимые работы для улучшения железнодорожной инфраструктуры были проведены. Также открыто при вашей поддержке, при поддержке руководства Российской Федерации морское сообщение регулярное. Хотелось бы, чтобы динамика, которую мы задали, в целом, она была выдержана, и более того, мы наращивали свои возможности. Спасибо, уважаемый Бадар Зурабович. Разрешите вас поздравить с Днем Государственного флага Республики Абхазия. В вашем лице разрешите поздравить весь народ республики с этой знаменательной датой. Сегодня я первый раз в жизни своей оказался в республике, в общем, для меня это важно. И то, о чем мне мои коллеги из, департамента погранпереходов, из Росавиации рассказывали, докладывали, я это все увидел своими глазами. У нас абсолютно по всем нашим транспортным направлениям идет очень хороший рост. Это касается автомобильных перевозок, выдачи разрешений. Это касается, в 3 раза выросла загрузка аэропорта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, там уже места начинает не хватать. Да? Я помню, как год назад там кто-то сомневался, дискутировал, а сейчас мы видим, что люди голосуют рублем, своим сердцем, наверное, даже правильно. Сначала сердцем, а потом уже рублем, да, то, чтобы приехать сюда, отдохнуть здесь, это очень хорошая тенденция. Безусловно, крайне важно, и вы об этом сказали, это погранпереход, потому что, наверное, это сегодня такая точка для людей дискомфорта, хотя в то же время хочу огромное спасибо коллегам-строителям сказать, они фактически в ограниченной территории ведут работу, не нарушая существующего порядка прохождения границы. Но, тем не менее, принципиально важно до 2028 года его сделать, до начала сезона. И то, что я сегодня увидел, коллеги идут в графике, со своей стороны, Анатольевич Какаев, отвечающий за это направление в Минтрансе, максимально будет стараться помогать. Безусловно, отдельная тема железнодорожное сообщение. Здесь мы тоже под Диаскурией, у нас 11% плюс по пассажиропотоку, то есть, в общем, все растет. Да. И этот рост, вы абсолютно верно сказали, надо поддерживать, эту динамику надо сохранять. Абсолютно уверен в том, что и пассажирский потенциал, туристический, в какой-то части пассажирского, но также экономический потенциал у нас взаимодействие еще не до конца раскрыто. Под вашим руководством, под руководством Вячеслава Владимировича мы этой работой будем обязательно заниматься.